Юго-Остинские журналисты отметили свой профессиональный праздник. Всю неделю представители национальных СМИ, все, кто хоть как-то связан с информационной сферой республики, принимали поздравления. На сегодняшний день в Южной Осетии насчитывается около 10 именно национальных информационных структур. У каждой из них есть свой профессиональный праздник, связанный с датой образования. Но эта праздничная дата объединяет всех в одно целое. Ввести эту дату в праздничный календарь удалось благодаря инициативе нескольких человек в 1995 году. Пришла такая идея о создании, об учреждении праздника работникам средств массовой информации. И тут на помощь пришел Юра Габараев, наш журналист. Он сказал: слушайте, вот давайте, 23 июля, это день издания первой остинской газеты, давайте приурочим к этому событию. Все. Ну, я вышел с этим предложением, все с этим согласились. И с тех пор, с 1995 года, мы отмечаем этот профессиональный праздник, причем не журналистов, а работников средств массовой информации. Туда же относятся работники типографии и издательств. После того, как Южная Осетия провозгласила свою независимость, становление государства шло по всем направлениям – политическое, военное, экономическое и, конечно же, информационное. Было принято решение создать Министерство информации, печати, издательства и книжной торговли. На тот момент именно так назывался нынешний Комитет информации и печати. Далее нужно было решить и другие вопросы информационного поля, то есть создавать издательства, учреждать газеты, телевидение. Было создано и информационное агентство РЭС. И после создания различных средств массовой информации в республике был учрежден День национальных СМИ. Говоря о современной юго-остинской журналистике, Харебов отметил, что с удовольствием следит за тем, как молодые журналисты развиваются, совершенствуются, что они не останавливаются на достигнутом. Уже прошло много лет с того времени, как мы праздновали. Я просто с удовлетворением хочу отметить, что ряды работников только пополняются. Это показывает на то, что в этом отношении со стороны руководства делается все, чтобы поддержать это направление, именно информационное направление. В завершении беседы Харебов пожелал всем представителям средств массовой информации больших творческих успехов. Агунда Губозова, Ринат Медоев, Диана Техова. Информационный выпуск сегодня.